Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Я приветствую вас всех. Прошло некоторое время, долгое время, как я не заходил в прямой эфир, тому были свои причины. Во-первых, я хочу всех поздравить, всех наших братьев и сестер с окончанием священного месяца Рамадан. Пусть молитвы ваши будут услышаны и приняты Всевышним, а ваша щедрость вернется к вам ценнейшими дарами. И желаю вам быть великодушными, искренними, уважать чувства и веру других людей, крепкого здоровья, успехов, счастья, мира и гармонии вам и вашим близким. Мастера Маннаштал обал дольшу, воинхало дал мели, язвер юхкаба даста дал ислам, иман, мокшала вэлхмасана, дал обал дал маннашу. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Сегодня мы в узком кругу со своими близкими сидели и отмечали сегодняшний день, день окончания священного месяца Рамадан. И вспоминали, как это было раньше, как это происходит сегодня. Я вспомнил детство, как это было в моем детстве, когда я был маленький. Помню, мы в этот день, сегодняшний день, ходили к вообще абсолютно незнакомым людям, даже в соседние села, поздравляли людей. И как мы шутим. И всегда у нас был пакет. То есть, когда мы шли куда-то в чей-то дом, без разницы, в какой дом в этот день, то детям давали конфеты, шоколады, пряники, в общем, собирали, потом кушали. И помню, мы как-то пошли со своими двоюродными братьями, поехали даже в соседнее село, и там прошлись по улице так, поздравляя с окончанием священного месяца Рамадан, поздравляли людей. И помню, один дом, такой маленький саманный дом, в ней была пожилая женщина. Нас она встретила, когда мы вошли во двор, и позвала в дом. Мы сначала отказались, но потом она настояла на этом. И, в общем, мы зашли в этот дом, в ее дом. Она накрыла там, помню, и как сейчас помню вкус этого плова, который она приготовила. Красивые времена были. Совсем абсолютно другие, не похожие на сегодняшние на самом-то деле. Светлые воспоминания. Всегда ходили по дворам родственники, и, как я говорил, без разницы, в любой дом заходили, собирали конфеты. Subscribe and like. Да, бисмилля, давайте без провокационных сообщений. Но провокационные сообщения, я на них реагировать не собираюсь, тем более в этот день не хочу. То есть, и даже сейчас, если зайдут модераторы, и они тоже не позволят это сделать. Уже обрабатывают. И что еще. Сегодняшняя дата, 21 апреля. Знаете, в этот день был убит наш первый президент Чеченской Республики Ичкерия Джохар Дудаев. Джохар Дудаев родился 15 февраля 1944 года и, как я сейчас сказал, был убит, вероломно убит
21 апреля 1996 года. То есть в то время шла война, и он погиб, был убит в борьбе против русских оккупантов. Тех самых оккупантов, которые сегодня убивают украинцев, вот, и терроризируют весь мир. Джохар был для нас символом свободы, вот, был человеком, патриотом, в первую очередь, истинным, настоящим сыном своего народа. Он любил свой народ и погиб, защищая честь своего народа. Аллах газут обл говорится. Ну, в то время, это апрель 96 года, в то время шла война, убивали людей. Мы сопротивлялись, чеченское сопротивление. Это нас не сломало, это нас не сломило. В то время у нас был вице-президент Зелимхан Яндарбиев, который стал вместо Дудаева исполняющим обязанности президента Чеченской Республики Ичкерия. Вот. И, как было много раз сказано, уже в августе 1996 года нам удалось одержать победу, несмотря на такие большие потери. В той войне, в первой русско-чеченской войне, мы одержали победу. И сегодня, да, мы делаем все возможное, даже сегодня кто как двигается вперед, идет к деоккупации нашей Родины. Да, сейчас нету такого военного сопротивления, вот, но мы не сдались. Пока мы есть, мы чеченцы. Наш дух не сломлен, не сдадимся и обязательно вернемся на свою землю. В этом я уверен. И никто нам этого не запретит. Ну, вы уже сами даже чувствуете, что этот день приближается, потому что мы видим, что сегодня творится в мире, тем более в Российской Федерации, с которой вообще абсолютно не считается в мире и называют террористическим государством. Да, subscribe and like. Сегодня такой прекрасный день. Для нас, для мусульман, это праздник. И мы радуемся сегодня, что нам Всевышний Аллах дал такой праздник, что у нас есть возможность держать пост и праздновать сегодняшний день. И этот месяц, священный месяц Рамадан, вот, в этом месяце мы делаем все, чтобы отпустить обиду, простить кому-то что-то. То есть это наша обязанность мусульман. Конечно же, есть те вещи, которые нельзя простить, я имею в виду про врагов, всяких провокаторов, которые вредят общему делу, там, нашему народу, нашей идее. Вот. Сейчас, секунду. Да, люблю вот так природу, пение птиц и все остальное, что важно для человека. Вот. Амин. Масана хилун лареза. Я прочитаю ваше сообщение.
интересно, где наш брат Мелхиборс, как раньше в том эфире, я помню, он опоздал на эфир. Это мой модератор. Шум на улице. Оля, Анзор, раньше у нас дома все дворы были открыты, ходили друг к другу и в будни, и в праздники без всяких проблем. А сейчас даже в квартирах стальные двери ставят. Что с людьми стало? Вот, как я сказал, вспоминал в то время. Ну, я помню, мы собирались на улице, соседи, там, взрослые, дети, и сидели вместе. В то время не было телефонов, айпадов и всего остального, и не было интернета, как вы знаете. Но люди были ближе тогда. Как говорится на чеченском, мырзуер, были ближе люди. Можно было бы спокойно зайти в любой двор, двери всегда были открыты. И даже считалось как бы неуважением, у кого эти ворота закрыты. Тут уже по одной теме мемы пошли. Не, я не хочу на это сейчас реагировать. Мы сейчас говорим о светлом, о хорошем. Вот. Да, сейчас стальные двери, и телефоны, интернет, все это сегодня разделяет людей. Вот, Мелхиборс, Маршуэл, ва алейкум ассалам, ва баракату. Дейл Рейс, Хейл, Шудор, Манаштал, Обл. Как раз я о тебе говорил. Рад тебя видеть, Саваш. Мелхиборс, Алла Рейс, Хейл, Масера, Дор, Манаштал, Обл. Тава ништ хазде дух. Поэтому я только что сказал, что сегодня такой прекрасный день, и я не мог просто упустить этот день и не выйти в эфир с вами. Мелхиборс, мне тоже приятно видеть тебя и всех наших остальных братьев и сестер, наших подписчиков. Я просто не буду затрагивать другие темы. Решил сегодня рассказать о сегодняшнем дне. Первое – это окончание священного месяца Рамадан, конечно же, и убийство нашего первого президента Джохара Дудаева 21 апреля 1996 года. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату, Саид. Баракаллах, Саваш, Аллах рейсхил. Я тоже рад тебя видеть взаимно. Я тоже желаю тебе всего самого лучшего, что может пожелать тебе родной даже брат. И Алмаз Жатарбеков, да. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Спасибо. Тоже поздравляю вас, всех наших братьев и сестер. Кавказ. Аллах рейс хуй масер до манаш Аллах обла. Юш каба даста Аллах. Иман мукшалла ва рахмасана. Да, Мелхиборс, да, это была большая утрата, когда
был убит наш президент в 96 году. Позже, как вы знаете, был убит Зелимхан Яндербиев и все наши другие лидеры. Все наши лидеры были убиты именно во время оккупации нашей земли, во время, когда Россия навязала нам войну, когда нам, чеченцам, была навязана эта война, и когда мы сопротивлялись этой армии варваров и всяких нелюдей. Мне приходится на телефоне тоже отвечать. Я извиняюсь. Мелхибой, Анзор, очень красивый и приятный пейзаж у тебя за спиной. Дивный сад, subscribe and like. Ну да, сегодняшний день вот, хочу вот так провести. Пение птиц. И вот такую красоту. Кавказус, я не хочу на эти темы сейчас говорить, а то если начну, мне придется продолжать. Вот. Как-нибудь потом. Оля, да, все мы вот очень сильно даже связаны с нашим домом, с нашей родной землей. И каждый чеченец, если он истинный чеченец, то его тянет туда, на родную землю. Вот. Нам этот дом дорог. Мы любим свой дом под названием Нохчичуя. То есть наша республика, Чеченская республика Ичкерия. Иншаллах, вернемся. Иншаллах. Фархад, валейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Фархад, тебя тоже с праздником. Ну, я думаю, да, ну ты уже на норвежском пишешь. Анзор Уральду Бруль. Bror, jag är i utlandet. Jag är ikke i Norge nå. Så i dag, ja, vi feirer Ramadan. Jeg håper at vi snakker en dag og møter en dag. Jeg fortsatt reiser mye, møter forskjellige folk. Så jeg håper en dag vi møtes i Norge eller hvor du vil. Farhad, alhamdulillah, alt er bra. Jeg håper alt er bra med deg også. Farhad, hva kan jeg hjelpe med? Jeg vet ikke, bare hold i linje. Ikke glem meg. Så vi kan snakke etterpå. Hva kan vi gjøre? At det er mye å gjøre nå. Фархад, да, все будет хорошо, иншаллах. Своим подписчикам
Передавай от меня салам, привет, поприветствуй их всех. Захожу к тебе на стримы, ставлю лайки, подписываюсь, хотя давно подписан. Ты красавчик, Фархад, так и держи эту линию, все будет хорошо, иншаллах. Вайпер, так, валейкум ассалам, ну сейчас пишут такое, ладно, отвечу. Российская пропаганда разносила слухи о том, якобы твой отец Аслан Масхадов и Руслан Гилаев хотели устранить физически Арби Бараева. Скажи, что это неправда. Все, что льется из российской пропаганды или лилось там в прошлом, все это неправда. Ей верить нельзя ни средствам массовой информации России, ни этой российской пропаганде. Ну, это все одно и то же. Нет, это неправда. Неправда. Они хотели бы... сейчас, секунду. В то время, ну это времена 97-й год, 98-й, 9-й год. То есть Россия хотела сделать так, чтобы внутри республики началась война, чтобы чеченцы воевали против друг друга. И поэтому забрасывали все возможное, такое, делали все возможное, устраивали провокации, чтобы мы вцепились друг против друга. Все бывшие командиры, амиры, которые воевали в Первую русско-чеченскую войну, вот, чтобы они начали стрелять, убивать друг друга. Это не произошло, и поэтому Россия решила взорвать свои дома, обвинить в этом чеченцев и начать Вторую русско-чеченскую войну. Таким наглым образом. Халид Моусар, ва алейкум ассалам, ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллах рейс хул шудур манаш, Аллах коба, юх каба, Аллах иман, мокшалла уэлкан. Самолеты тут летают, шумят нам. В общем, да, мелкий борс. Вот пишет, дорогие подписчики и гости канала, подписывайтесь, делитесь видеосылкой, ставьте лайки, это поможет продвижению канала и распространению важной информации. Ну, здесь на канале, сейчас точную цифру даже не помню, но более 800, около 900 видео, разного рода материалы, касающиеся двух российско-чеченских войн и преступления российской военщины, русских оккупантов по отношению к нашему народу, чеченскому народу. Вот. И, конечно, очень важно распространять эти ссылки, чтобы люди знали, что происходит. Сейчас, в последнее время, я вот стараюсь начать новые проекты, касающиеся этой тематики. Конечно же, писать об этом или говорить об этом пока не хочу. Но, иншаллах, я это продолжу и закончу эти проекты. Эргоик. Ва алейкум ассалам, ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллах рейс ва маседу, манаш, Аллах обал. Масхадов и Гилаев слишком благородные, все РФские СМИ врали. Да, конечно, врали. Врали. Гилаева, ну, я знал лично с 93-го года. В то время, с 93-94 года я был в охране у отца.
Вот. И во время Первой русско-чеченской войны тоже помню Гилаева. Провел даже какое-то время у него на базе в Шатое. Вот. И приходилось вот долго общаться, много общались с ним во время Первой русско-чеченской войны. Аллах разут обл говорится массира. Так, Фархад, скорее всего, ушел. Кстати, я сейчас с ним говорил на норвежском языке. Конечно, многие не поняли, но язык очень легкий на самом деле, скажем, как и английский язык. Есть много слов, которые совпадают так. Есть много английских слов, и также есть немецкие слова. Нелхиборс и Анзор я сам до сих пор смотрю и пересматриваю. Очень тяжело порой бывает это все пропускать через себя. Раньше к этому было легче относиться, когда враг с оружием в руках в открытой конфронтации работал. Да, согласен. И вот эти все материалы, которые у меня имеются уже, которые я собираю более 20 лет, я всех их пересмотрел очень много раз. Это видео, это фотографии, это тексты. Вот. И знаю даже каждую фотографию, где она сделана. Тяжело, конечно, тяжело. Я говорю как раз про геноцид нашего народа. И пытаюсь сделать все возможное, чтобы распространять это, чтобы люди знали, это наша история, каковой она ни была бы. Я имею в виду, что это да, действительно трагическая страница нашей истории. Кавказ, манашалла, дал обалдер, что алейкум салам алейкату, алла рейсхил, массира дуэр, манашалла обал юх хаба, даста дал иман, мокшала луэлк массана. Ва алейкум ассалам арахматуллахи ва баракату, курок. Алла рейсхил, массира дуэр. Тулам лойлвен, амин я Аллах, амин я Аллах. Тулам хирбу иншаллах. Цуте дохшам дуар. И хазде те хочарду. Уташирун. Вайпер, я обязательно сейчас отвечу на твой вопрос. Мне придется сейчас на пару минут, скорее всего, отлучиться. Сейчас, секунду. Вайпер. Как мы все знаем, и об этом было много раз уже сказано, Гилаев стал шахидом и был убит в бою. Он был ранен, тяжело ранен, и ему пришлось даже отрезать свою руку. Вот. И, как я уже сказал, стал шахидом. Он наткнулся на пост пограничников на границе с Дагестаном. Аллах газат кобл дуется. Сейчас, секунду, я отлучусь и вернусь.
Так. Извиняюсь, пришлось отлучиться на минутку. Курок, машалла, махазашу албая, дейла, цани ашхельч хазахердер, вайайрымдер цани, да, мова айрахерду. Так. Мелхиборс, полностью согласен. Вот ты пишешь, не страшно, когда кто-то не знает чего-то. Самое страшное и странное – это когда люди забыли или забывают. Да, нельзя забывать те вещи, которые происходили и которые творили над нашим народом. Нельзя такое забывать. И мы не забудем, иншаллах. Белый ветер. Смотрим видео твои всегда, и будет свободно. Иншаллах. Мы в этом уверены. Добрый вечер, Анатолий Жучкин. Тоже ждем позитивных новостей, хотя последнее время и за все это время, последнее время, мы слышим только позитивные новости в основном. Вот. Россия показала, кто она есть на самом деле, как она может воевать, то есть убивать мирных жителей. И сегодня от бессилия продолжает убивать мирных жителей в Украине. Наступит то время освобождения. Оля, Анзор, в первую войну в нашем доме поселились вилаевцы. Дома были пустые, а ключи от квартир были у меня, и Шамиль попросил дать возможность им переночевать. Гилаев очень добрый и порядочный человек. Да, подтверждаю, он был в первую очередь человеком, сыном истинным, настоящим сыном своего народа. Был добрым, отзывчивым, любил свой народ и погиб за свой народ. Курок, иншаллах, аиду, дейр аиду, хаза аиду, дика аиду, الله رزقه لا تعيش ما يعتر. Мелхиборс, ты прав. Я думаю, будет уместно и символично вспомнить слова первого президента Джохара Дудаева. Народ, забывший свою трагедию, обречен пережить ее вновь. На самом деле это так. Мы должны передавать нашу историю, даже ошибки наши, их немало, передавать их нашему поколению, больше говорить о том, что происходило, скажем, 20 лет тому назад, или 30 лет тому назад, 100 лет тому назад, то есть историю. И учить наше поколение на наших ошибках, чтобы они не совершали эти ошибки.
Рудик Рудаков. По каким критериям чеченцы выбирают себе друзей? Кто является другом и врагом чеченского народа? Не кажется ли вам, что груз трагического прошлого мешает чеченцам строить свое будущее? Я начну с конца, что якобы груз трагического прошлого мешает чеченцам строить свое будущее. Да, есть такой груз, существует у каждого чеченца. Этот груз находится здесь. И да, мы умеем дружить, мы ценим дружбу, мы верны. И умеем выбирать друзей, но никогда истинный чеченец, без разницы, он не будет дружить с врагом чеченского народа. Я не верю России и никогда дружить с Россией не собираюсь, например, от себя говорю. Вот. И те, которые сегодня продались, стали путинцами там и другими, и которые готовы отдать свою жизнь за Россию, я их абсолютно никак не понимаю. Россия всегда нас убивала, всегда нас уничтожала, и сегодня уничтожает руками какого-то там, тоже фамилии сегодня называть не буду, руками этого ушлепка из Посвирта. Вот. Друзей мы умеем выбирать. По каким критериям? Ну, конечно же, все мы хотим, чтобы рядом находился такой достойный, лучший друг, вот, во всех отношениях, чтобы он был уверен в тебе. Вот такие критерии. То есть нормальные критерии, как, например, хотите и вы. Сейчас, секунду. Мне тут кофе принесли. Извиняюсь. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Как в советское время, по примеру конкретно вашей семьи, проходили наши мусульманские праздники, с учетом, что вы жили в европейской части? Пишет No Name. Я, к примеру, родился на Дальнем Востоке. Потом семья наша, переехала в Ленинград, то есть Санкт-Петербург. Затем мы переехали оттуда в Венгрию, затем в Литву. То есть всегда жили среди других русскоговорящих людей. Не только русские, там и белорусы, украинцы и так далее, и татары. Вот. Но все это время, если это касается вот, нашей семьи, мы не ели свинину, зная, что это запрет, зная, что нам это не позволено, это харам. Вот. Постились. Ну да, я в то время был ребенком был. То есть следовали всем, вот, ну не всем, как может я скажу, но знали, что мы мусульмане. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Так. И все-таки тот вопрос был интересен, Рудик Рудаков, насчет что нам, чеченцам, мешает строить свое будущее. Я еще добавлю, что строить будущее мешает чеченцам наш сосед. Мы жили хорошо
достаточно хорошо вот, до Первой русско-чеченской войны. К нам пришли русские войска, начали убивать, грабить, вот, сжигать нашу землю. И вот началось. Потом, когда им морду набили, они с этим не смирились и пришли вновь. Вот. Вот что нам мешает в первую очередь. Еще читаю ваши комментарии, пытаюсь не пропустить вопросы. Но я уже, наверное, скоро буду завершать. Вот. Буду завершать. Цель сегодняшнего моего визита, эфира, была поздравить наших братьев и сестер с окончанием священного месяца Рамадан. Вот. И напомнить нашим зрителям, что сегодняшняя дата, 21 апреля, также дата убийства первого президента Чеченской Республики Ичкерия. Subscribe and like. Allah resхил. Тундер мабаясан. Шудолш дигдук. Лайрам бан. Докумах ид. Казах ид. Анзор сегодня в саду Мелхий Борс. Пью кофе, наслаждаюсь этим, спокоен, очень даже спокоен. У меня все хорошо, альхамдулиллах. Радуюсь, что есть возможность такая говорить с вами, что есть возможность поститься у нас, что есть возможность праздновать сегодняшний день, разговаривать с вами. Мне очень приятно. Аллах рейс выше Масана. Так. Вайпер. Ну, я не знаю, ну, ты пишешь, Анзор, брат, почаще стримы делай, тебя интересно слушать. В реале я, может быть, даже лучше собеседник, более, скорее всего, разговорчив, потому что в реальной жизни легче говорить и разговаривать, вот, видя человека. Мне тоже даже, не видя вас, очень приятно читать вас или отвечать на ваши вопросы. Аллах рейс выше Масана. Так, камера. Я тут пытаюсь настройки сделать, чтобы качество улучшилось. Настройка видео. Здесь. Мелхий Борс. Дай Аллах, чтобы мы были вместе, рядом. Вот так, чтобы Аллах давал нам возможность, такую возможность общаться, встречаться. Оля, Анзор, как будет проходить
происходить получение гражданства по праву рождения, по национальности, или все-таки будем фильтровать по поступкам и проводить расследование по каждому человеку? Имеется в виду чеченцев или же других национальностей? Ну, конечно, в каждой стране существуют свои законы. У нас тоже будут свои законы. И они будут жесткими. Вот. Мне даже понравилось по поступкам и проводить расследование по каждому человеку. То есть фильтровать. После деоккупации нам придется это сделать. От некоторых, их немало, нам придется отказаться. От тех душегубов, которые издевались над нашим народом, убивали наших родных, близких. Вот. Они не будут чеченцами. Наим, валейкум ассалам, вараматуллахи вабаракату. Тебя тоже с праздником. Ты опять же повторяешься. Расскажи, как в советское время, на примере конкретно твоей семьи проходили наши праздники. Ну, если проходили с учетом того, что твой отец жил в ЕСЧ. Это что? То есть части, да, Европейского Союза. Нет, мы все жили в советское время. Но мы знали, кто мы есть на самом деле, что мы мусульмане и что мы чеченцы. Вот. Самолеты тут разлетались. Так, Оля, имея в виду всех, кто захочет стать гражданином нашей страны. Вот я и говорю, например, возьмем Германию, да, или там Францию. Чтобы получить гражданство этой страны, ты должен давать там экзамены языка, там еще, там и другое. Никаких минусов у тебя не должно быть. Они даже смотрят на твою задолженность, занимался ли ты криминалом или нет. То есть фильтруют тебя. А у нас дела посложнее. Европа не видела войны со времен Второй мировой войны. Вот. А мы ее испытываем по сегодняшний день. У нас есть и идет война, то есть наш народ находится под диктатом, над ним издеваются, их убивают, когда хотят, используют в своих грязных войнах, как сегодня в Украине. Я имею в виду про мобилизацию. Вот. И нам придется фильтровать всех этих душегубов. Чев, валейкум ассалам, вараматуллахи вабаракату. Шуду иман, машаллах, обала. Юхка ба даста ала иман, макшаллах, валейкум ассалам. Анзор, ты в ботаническом саду? Нет, в раю. В раю. Со своими близкими. Пение птиц, природа. Ну и самолеты летают. То есть я хочу сказать, что у меня все хорошо. Если у человека все хорошо, значит это и есть рай. Allah reis kılar kofiye ençun. Да, Мелхибор, сегодня чеченский народ находится в оккупации. Наша земля оккупирована. Люди не могут жить спокойно, иметь свое мнение, высказать это мнение. Вот. Оля,
Анзор, я думаю, в первую очередь нужно будет открыть архивы, чтобы иметь доказательства на руках. Их достаточно. Мы такие люди, ну, я имею в виду, наш менталитет таков, что мы не забываем такие вещи. Через 10 лет, через 50 лет мы напомним, кто мы, почему люди молчали. Melchi Bors, Anzor, Čučak, Sela Marša Lula, Njeni naš pobol dela Šveigar, Ala Reis Hul, Ala Deler Sela Maršal Hul, Aha Luciga Maršalu, Maršalu. Ну, через Оля архивы тоже могут лгать, это же русские их составляют. Почему? У нас есть свои архивы. Имя, фамилия, салам, алейкум салам, брат. Пишут с Дагестана. Очень приятно видеть, брат. Добро пожаловать, как говорится. Наши двери открыты. Мулахид. Алейкум салам, варамтуллахи ва баракату. Аллах рейс, валь масереду, Аллах мара наш побол. Я, наверное, скоро уже завершу эфир. В основном по теме я прошелся. Да, есть, конечно, много чего рассказать или говорить, но об этом потом. Не сейчас, не сегодня. Анзорина, по-моему, ты поправился. Я не знаю. Тебе виднее со стороны. Ну вот тут Мелхи Борс пишет, наш брат пишет. Оля, лично я могу много рассказать. Меня похищали, пытали, достаточно будет дать людям говорить. Любые архивы будут в шоке. Вот именно. Архивы будут в шоке. Люди помнят, люди не забыли. Люди знают по именам, по датам. Напомнят. Саид, Анзор, передай салам Фархаду от кавказцев. Иншаллах. Как раз таки Фархад заходил, писал на русском и на норвежском. Так чуть-чуть поговорили, пообщались. Я к нему в гости хожу. Он сюда приходит, радует нас. Фархад тоже патриот, наш патриот. Работает день и ночь. Так. Валейкум ассалам, вараматуллахи ва баракату. Так, Вайпер, о зверствах русских в Ичкерии есть документальный фильм. Это многочасовое видео, находится в Лондоне. Почему британцы закрыли на это глаза? Да, все это время они закрыли глаза на это,
о нас не говорили о преступлениях вот, на территории Чеченской Республики Ичкерия, преступления России. Но сейчас заговорили. То есть, когда им стало как-то это выгодно. Когда появилась такая смелость, скажем так, говорить об этом. Когда весь мир повернулся против России, вот тогда начали говорить, вспоминать, что происходило 30 лет тому назад, что делали русские над чеченским народом. Да. Так. Имя, фамилия. Спасибо. Тоже поздравляем с окончанием священного месяца Рамадан. Вот. Вам тоже имана, здоровья и, конечно же, победы над врагом Аллаха. Анатолий Жучкин, Анзор. Так, вы в Сингапуре? А похоже, да? Нет, я не в Сингапуре. Виктор, да кто не устал от этих войн? Чеченцы могут сказать, что такое, рассказать, что такое война. Вот. Мы ее испытали на себе, эти две войны, наш народ. Конечно, мы ее не хотели, не мы ее принесли, нам ее всегда навязывали. Вот. Анзоре, но русские думали, что раз справились с маленькой Чечней, то справятся и с Украиной. Они даже с нами не справились. Не справились. Придет день, мы скажем, покажем. Ва алейкум ассалам. YouTube. Нет, я не могу ответить за него. Ничего сейчас об этом говорить не хочу. Ладно, я буду завершать уже. Я, как еще раз повторюсь, поздравляю всех мусульман, наших братьев и сестер. Поздравляю с окончанием священного месяца Рамадан. Пусть Аллах даст вам иман, здоровья и всего самого лучшего. И нохчи мата ирдуас, йобас, Аллах марнаш обал дольшу. Юхушкаба, Аллах иман, мокшала, вел ушкаба даста. Аллах рейсхур масана, юх духцаш, хух питер дуэ. Иншаллах. Если меня нету какое-то время, но это не означает, что я ничем там не занимаюсь, ничего не делаю. Нет, я каждый день работаю над этой тематикой, над разными делами и буду продолжать, иншаллах. И ничто, никто меня не остановит. Никто и ничто. Аллах ризху. Еще раз благодарю. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.